Вот 23 сентября будет 2 эксклюзивные экскурсии по нашей выставке «10 лет нового века», где автор экспозиции расскажет о самых редких экспонатах, которые представлены на этой выставке. Потому что эта выставка... То есть у нас много юбилейных выставок. Вот у нас еще впереди откроется выставка о крабах, а вот эта выставка «10 лет нового века», она как бы центральная, главная, она большая. Там мы показываем наши новые поступления, наши редкие экспонаты. И вот автор выставки Игорь Фадеев будет проводить 2 экскурсии. А вот, кстати, давайте более подробно о новых поступлениях и новых экспонатах. Вот за последний год что уникального появилось в Дарвинском музее? Вы знаете, вот музей – это совершенно удивительная вещь. Например, мы покажем, то есть он в экспозиции есть, императорского дятла. Он вообще в музее был давно. Но он в хранилищах тех самых, да, куда не пускают? Но он шел под названием «Мексиканский дятел». А вообще в музеях такая история, когда экспонаты, вот, которые хранятся, и в принципе все экспонаты, они должны проходить специальную атрибуцию, специальное описание. И вот когда хранитель начал разбираться, он увидел, что это совсем не мексиканский дятел, что этикеточка-то неправильно все время была написана. И очень был удивлен, потому что это оказался императорский дятел, который вымер в прошлом веке, в 50-х годах, которого теперь уже все нету, ну вот человек постарался так, да, исчез. Вот. А это почему императорский, самый крупный из дятлов. Вот мы его показываем на экспозиции. И 2 экспоната, мои любимые, почему-то вот я их полюбила после путешествия в Якутию, после командировки точнее, это якутская лошадь и якутская корова. Удивительные животные. Во-первых, и как ни странно, нигде в России этих чучел нет. Нет. Да. В Якутске есть якутская корова, лошадь есть в Салехарде, а вот так нет. И как я говорю, если взять вот один этот вид, вот якутскую либо корову, либо лошадь, можно всю теорию Дарвина рассказать. Потому что, представляете, эти животные в результате эволюции, длительной эволюции, у них закрепились такие признаки, которые их позволяют выжить в этом климате. Известный случай, когда отбился табун лошадей, и его нашли только весной, они все были живы, там минус 60. У коровы и у лошади очень длинные, такие красивые ресницы. Почему? Да потому что они закрывают от гнуса, там же весной гнус совершенно ужасный. И вот эти вот длинные хвосты у коровы, пышный, роскошный хвост у лошади, это как раз средство от того, чтобы отогнать вот этот гнус. Ну и кроме того, они мохнатенькие. То есть вообще представить себе, что в минус 60 можно жить долго на улице. Сложно. Нам, москвичам, да, точно сложно. Анна Иосифовна, не так много времени до окончания нашей беседы остается. Вообще, какие еще проекты заявлены в афише музея до